При Национальной библиотеке Якутии со следующего года начнет работу научно-образовательный центр генеалогии. О том, для чего создается такой центр и почему важно знать свою родословную, сегодня мы поговорим с директором Института генеалогии и этнологии народов Севера Константином Аргуновым. Константин Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Ну, собственно, начнем беседу, пожалуй, с того вопроса, чем будет все-таки заниматься научно-образовательный центр? Научный образовательный центр будет заниматься со следующего года тем, что будет вести среди населения общеобразовательную именно работу по значениям, знания по значениям именно медико-биологических, социальных и иных проблем семьи. Да? И создание вот этого центра будет способствовать тому, что население должно быть образовано и знать именно, для чего создаются вот эти генеалогические свои родословия. И предоставить очень много спектр работ по именно методической работе среди библиотечных структур. Почему? Потому что в связи с передачей 18-19 у нас в форуме будет передача метаданных, то есть посемейных списков 1926-1928 года. И, естественно, население именно через библиотеки должны эти данные населению нашей библиотеки передать, поэтому будут и региональные, улусные, республиканские методические семинары именно и с научным, и в то же время образовательным направлением. Вот эта вся функция будет передаваться по ведению этой работы научно-образовательного центра. Так он и называется, поэтому научно-образовательный центр. Ну, о форуме чуть попозже поговорим, да, о госте, важном, главном госте, который его посетит, да. Вот ваш институт уже довольно все-таки давно занимается 7 лет, да, работой и ведет как раз-таки, вот, как я сказал, работу над созданием, да, составлением семейно-родовых архивов поселений Якутии. Вот на каком этапе сейчас находится эта работа и что еще в дальнейшем предстоит сделать? Данный форум у нас проводится по итогам года консолидации этого года, да, который был объявлен. Но что можно сказать? Форум этот проводится во исполнении первого съезда родословия, который был проведен в том году 3 июля в городе Якутске, да, где собралось более 28 семей улусов. И проводится при инициативе органов нашей государственной власти, это администрации главы и правительства. И руководство нашей власти именно при взаимодействии с органами местного самоуправления и с общественностью мы в этом форуме примем очень значительный документ. Это регламент создания генеалогического наследия народов Республики Саха-Якутия. И вот этот документ именно будет регламентирующим документом всех правовых отношений. И даже, можно сказать, тут же будут обязательства со стороны всех представителей государственности, местного самоуправления, общественного, это тех людей, которые жители здесь живут. Да. И здесь в форуме будет проходить очень много интересных просветительских на уровне, академическом уровне, профессорском, докторском. И со стороны глав муниципальных образований, краеведов, именно как бы просветительская работа, итогов нашей работы, и чтобы население общественно знало, для чего именно вот этот форум проводится. И можем сказать, что именно вот те люди, которые входят здесь в состав научно-образовательного центра, в итоге-то проводят именно вот это первое свое такое значительное мероприятие. Да. Во второй день, это 19-го, вот это нашем историческом музее, будет проходить фестиваль родословия, где именно мы должны доказать, приедут музеи, покажут. Даже во времена тогда, когда генеалогия была запрещена у нас, так как это было генетически в коренных народах, даже если это родословие, оно не прекращалось, понимаете, да, вот это все мы покажем в работе с наших авторов, да. И в последующем еще здесь выставка современности будет.
о том, что и выставка даже детей школьного возраста, разного спектра, с разного, как показать уровень, настолько вот нашей республики вот этим занимается. Здесь выйдут наши старожилы со своим родословием, да, и в чем значение вот генеалогии вот старожилов? У нас меньше миллиона народу. Естественно, как говорится, генетический ресурс исчерпывается. Мы живем обособленно, хотя имеем и очень большую территорию. Естественно, человеческий капитал именно по генеалогии, по генетике, да, исчерпывается. Поэтому очень важная скрытая вот эта угроза, можем сказать, проблема, да, смещение, кровосмещение, вот, здоровье будущего, наших будущих поколений. Вот в этом форуме вот это все мы покажем, проведем именно методический семинар. Мы пригласили сюда именно с города Новосибирска главного вот этого разработчика Дмитрия Киркинского. Мы в этом форуме примем именно через это регламент создания генеалогического наследия систематизацию. Мы покажем вот в выставке родословия, что насколько разнообразно люди свои генеалогии изучают, и настолько это разнообразно они отражают, да, в книжном варианте, в вордовском варианте, схематично. И вот это все должно быть систематизировано, чтобы всем людям вот это как бы в единую систему вошли, и люди могли обмениваться. Цифровизация, короче. А вот, Константин Ильич, вот для обычных граждан какую практическую значимость вообще этот проект будет иметь? Где они могут воспользоваться этим архивом? Вот здесь будут... И смогут ли они им вообще воспользоваться? Да. Почему? Потому что в итоге работы, 7-летняя работа, массово, будем сказать, достигнута. И именно в связи по итогам нашего съезда и благодаря тому, что сподвижников нашего национального архива, национальной библиотеки, аудиовизуального наследия, да, вот и передача именно вот эти переписи последней первой советской переписи, люди могут, население может приехать, не приезжать сюда, понимаете, через нашу центральную библиотеку в городе Якутске они могут зайти и просмотреть эти данные, естественно, через Минжибиблиотеки, которые будут им показывать, как воспользоваться этой переписью. И, как говорится, находить своих баб же. Вот мое поколение, мои отцы, наши деды там в семейном составе есть, понимаете? Да вот, видите, как. А люди из далеких уголков нашей республики могут, не выезжая из своего наследия, просмотреть вот эти списки по всей республике и найти своих родственников, понимаете? Вот такая работа проводится. Ну, наверняка вот за 7 лет работы столкнулись не один раз с какими-то трудностями, сложностями. С чем они вообще связаны? Трудность была вот такая. Тогда, когда мы начинали, мы не знали, кто это будет исполнять. Поэтому первые годы у нас именно со стороны библиотек, музеев, вот эти энтузиасты родословия, они принимали на себя, и учителя принимали на себя. Но это... Понимаете, это люди, те, которые от своего времени, отрываясь, вот эту электронную программу вводили. А сейчас, благодаря тому, что именно государственная структура, библиотечная структура, да, сюда входит в эту работу, естественно, сейчас за счет своего рабочего времени, за счет фонда своей заработной платы, за счет краеведения, наши библиотеки берут за это. И мы очень за это благодарим, конечно. Да. Естественно, так как государственная структура присоединяется к нашей работе, естественно, наверняка будет и отчетность, само собой, предполагать. Да. И в связи с приездом Киркинского мы наверняка подпишем соглашение, которое он привезет, просмотрим. И у нас будет инструмент, по которому мы уже должны в единую систему войти. А благодаря тому, что библиотечная структура взялась, у нас появилась структура исполнительная. Ну, естественно, здесь должна быть и возглавляющая вот такая, да, структура. Мы здесь в форуме и не один раз обозначим, что ими являются глава муниципального образования, те, которые больше всего ближе к народу,
те, которые консолидируют именно вот свое население, своих жителей. Вот таким образом у нас работа идет. Вот расскажите еще о критериях, наверное, по какому принципу вообще попадали семьи, люди вот в ваш проект, вот чье древо, да, и вот составляли, да, вот по какому принципу все-таки определяли? Кто должен быть в нем, а кто, может быть, первоначально должен попасть, кто чуть позже, может быть, да? В первую очередь мы здесь своего рода генеалогическая перепись, это всех тех жителей, которые живут в настоящее время 4 поколения, это некоторых 5 поколений по настоящему времени. И второй этап, это туда начинают, они сами на добровольной основе все это делается, да, чтобы не было нарушений закона. Они начинают вводить туда состав своих семей, своих детей, своих внуков, те, которые уже выехали из деревни, понимаете, да? И в этом случае, получается, все жители, например, вот в городе Якутск, мы никак не перепишем в этот электронный архив наследия, да? Поэтому те, например, вы живете в деревне, ваш отец, мать, они начинает вас записывать со своим составом, который вы в Якутске живете. А второй сын, например, живет где-то в Новосибирске. И он, естественно, они вводят в состав своей семьи. Поэтому, где вы бы ни находились, хоть Калифорния, хоть, как говорится, в Африке, это есть случай, да, вы будете введены в состав своих семей. Поэтому вот такой этап будет идти, систематически. Константин Ильич, ну какие-то цифры такие, скажем, промежуточные есть? Сколько семей, сколько человек уже проект охватил? Так, мы работаем около 50 на слегах. Это около 10% всего только мы охватили. Но видите, как опять возвращаюсь. Почему? Потому что так долго шло. Не было исполнительной структуры. И мы подписали только в том году с Национальной библиотекой о переходе библиотечной структуры. А начиная с 2020 года мы уже все это по наслегам. А цифры такие, что сейчас у нас, вот у нас молодой человек Евсеев, он обошел 4 наслега, и за полмесяца он обновил более 30 тысяч данных. Это тех жителей, которые живут в этих наслегах. А в самом деле цифры у нас зашкаливают за 100 тысяч. Тех, этих 50 наслега. В каждом наслеге у нас выходит где-то, есть наслега, которые вот Мегиналданский, 6 тысяч данных, да, Малыкай, это Нюрбинский, 4 тысячи. И вот, например, Камагатте, более 3 тысяч. Вот такими данными, если мы прибавлять будем, Ну а что нужно еще сделать, чтобы вот темпы увеличились с 10% за это время, там больше 20-30% охватить? Ну, в форуме мы возьмем обязательство, чтобы до 2-го съезда, это 2022 год, охватить все сельские поселения. Центры улусов и городские города не переписываются сюда. Почему? Потому что все жители, которые из сел, они или из России приехали, они же будут отписаны по своему месту происхождения. Вот такие данные. Ну и очень коротко, если вы что бы посоветовали телезрителям, которые занимаются своей родословной и пытаются составить свой круг родных. Чтобы составить свое родословие, надо начинать именно с внука, который сегодня родился, да, и мать, отец, деды, бабушки. И вот в таком составе собрать всю свою генеалогию можно. Это только семейно. А вот семейно-родовое, это начиная от одного своего предка, включая его, допустим, братьев, сестер. Вот это родовой. Поэтому я бы хотел посоветовать, чтобы все начали от своей семьи. Это самая наша главная ячейка, где мы все равны, нигде не отличаемся друг от друга. И поэтому же мы до старости лет мы всегда пытаемся сохранить семью там, где демократия, там, где естественность, уважение. Да? И оттуда и межродовые наши связи, где мы все с братьями, сестрами, с тетями, бабушками живем как бы и
род и в то же время как бы семья. Мы в этом форуме все это четко обозначим, для чего все это создается, поэтому хотелось бы пригласить сюда городских жителей. Почему? Потому что и городские жители, и сельские жители в последнее время начали терять свою взаимосвязь межродовых связей, поколенную связь. Есть здесь в городе те люди, которые уже внуки, вот мы нынешние, не знают, откуда они произошли, они считают, что они городские. А те сельские даже не знают своих, как говорится, родных и близких, которые живут в городе. Поэтому хотелось бы в этом форуме, чтобы жители города пришли, поучаствовали в этом форуме, просмотрели вот эту выставку. Они могут и найти даже себя, может быть, и своих родных могут найти. Это, во-первых, в съезде вот это было. Очень даже интересно, поэтому я приглашаю прийти вот сюда от имени своих коллег в этот форум. Я прям уверен, что люди будут идти активно, потому что якутяне все-таки они с достаточно активной жизненной позиции и обязательно ознакомятся и где-то, Да. может быть, даже помогут вам в работе. Константин Ильич, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, плодотворной вам работы. О научно-образовательном центре генеалогии мы сегодня говорили с директором Института генеалогии и этнологии народа Севера Константином Аргуновым.